Уважаемые ветераны войны и труда, воины вооруженных сил, дорогие соотечественники и гости столицы Беларуси, города-героя Минска. Мы собрались сегодня в этом зале накануне одного из самых замечательных и светлых праздников нашего народа – Дня Победы. Для нас 9 мая 45-го – особая историческая дата. В ней неразделимо переплетены торжество и скорбь, радость и слезы. В год 60-летия начала освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков мы в полной мере осознаем всемирно-историческое значение нашей победы. Фашизм двинул против нас чудовищную военную машину, подмявшую под себя к тому времени многие страны Европы. Враг обрушился на Советский Союз с особой жестокостью, приступив все законы человеческого бытия. Первые атаки агрессора довелось отражать в Беларуси. 2 месяца на территории нашей республики шли тяжелейшие оборонительные сражения. В летопись Великой Отечественной навечно вписаны защита Брестской крепости, сражение под Борисовым, героическая оборона Могилева, Лепельский контрудар по танкам врага. Беларусь не стала перед врагом на колени. Истерзанная, но непокоренная, она 4 года сражалась насмерть. Это была поистине народная, священная война. В республике действовало более 1200 партизанских отрядов, широкая сеть подпольных антифашистских организаций. Они объединили сотни тысяч патриотов, стреляли леса и руины. На железных дорогах шла настоящая рельсовая война. Минск превратился в кромешный ад для оккупантов. 1500 боевых операций, впечатляющий итог 3-летней борьбы минчан. 88 белорусских партизан и подпольщиков стали героями Советского Союза. Более 140 тысяч награждены боевыми орденами и медалями. В борьбе с врагом мы были не одиноки. Тысячи нитей связывали Беларусь с большой землей, с братской Украиной, Прибалтикой, Польшей. Плечом к плечу с белорусами на полях сражений в партизанских лесах воевали представители множества национальностей. Наш народ вела вперед вера в победу. Освободительный путь советской армии по Беларуси начался 23 сентября 1943 года в районном центре Камарин и завершился менее чем через год в Бресте, городе, принявшем на себя первый удар войны. Победа была действительно, как в песне, одна на всех, и досталась она очень дорогой ценой. В Великой Отечественной войне наша Беларусь потеряла около 3 миллионов своих сыновей и дочерей. Мы склоняем головы перед величием и подвигом тех, кто отдал свои жизни во имя спасения нашей Родины. История – величайший учитель, и мы не должны забывать ее уроки. Мало победить врага в открытом бою. Надо в мирной жизни не позволить отнять величайшее завоевание победы. В минувшем столетии наша планета пережила 2 мировые и десятки локальных войн. Казалось, мы сможем научиться не повторять трагических ошибок прошлого и сделать 21 столетие
веком мира. Но 58-я годовщина Великой Победы омрачилась залпами новой войны. Перед мировым сообществом возникает перспектива нового тоталитаризма, насильственного насаждения однополярного миропорядка. Под благовидным предлогом продвижения демократии по-американски творятся далеко не благие дела. Войны, разрушение мировых культурных центров, оккупация суверенных стран. И самое страшное – смерть десятков тысяч ни в чем не повинных людей, стариков, женщин, детей. Вряд ли страны, попирающие международное право, игнорирующие устав Организации Объединенных Наций, могут учить другие народы демократии и соблюдению прав человека. История свидетельствует, на свете нет чужих войн и чужих бед. Из малой искры может разгореться всепожирающее пламя. Вспомним события накануне Второй мировой. Тогда тоже все начиналось с захватов итальянскими и германскими фашистскими режимами Эфиопии, Австрии, Чехии. А затем гитлеровская Германия завоевала поодиночке практически все страны Европы. Вот и сегодня с молчаливого согласия ряда больших и малых стран оккупирован Ирак, ранее разгромлена Югославия, а угрозы уже слышатся в адрес Сирии, Ирана, Северной Кореи, других государств, любое из которых известные политики могут внести по своему усмотрению в черный список оси зла. Наш святой долг перед прошлым и будущим, перед павшими и живыми предотвратить угрозу новой мировой войны. В преддверии Дня Победы Беларусь в числе инициаторов представила международному сообществу проект резолюции Комиссии ООН в Женеве о признании в качестве важнейшего принципа реализации прав человека укрепления мира и недопущения войн, и была поддержана. Мы против любых попыток вооруженного вмешательства во внутренние дела любой страны. Беларусь никогда и никому не угрожала, но неоднократно становилась театром военных действий. Сегодня наша республика – мирное государство, которое строит отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья на принципах мирного сосуществования. Наша приверженность такой политике – свидетельство мудрости нашего народа, его веры в возможности политического выбора. Она отвечает интересам всех стран и народов, пронизана духом подлинного гуманизма, идеалом мира и свободы. У нас достаточно своей земли. Мы живем только своим трудом, живем небогато, но ни у кого ничего не просим. Но и своего мы никому не отдадим.